Всем привет! Наконец настал этот день – открытие международных интеллектуальных игр 2022. Сегодня официально начнут свою работу несколько площадок. Давайте узнаем у наших корреспондентов, как проходит это событие. За несколько часов до официального открытия международных интеллектуальных игр в Малой академии наук стартовала церемония открытия 14-й международной исследовательской школы. Дети и тьюторы собрались в актовом зале Малой академии наук для торжественного объявления начала старта школы. В этом году принимают участие 91 школьников из разных уголков России и стран зарубежья. Работа школы проходит в гибридном формате. Часть школьников из стран Иран и Мексика будут работать над проектами дистанционно. 14 лет назад нашей командой мы придумали Международную исследовательскую школу как проект, в рамках которого ребята из разных стран будут не соревноваться друг с другом, не сравнивать друг друга свои достижения, а попробуют поработать вместе. Вот в этом году мы проводим ее в гибридном формате. Это, наверное, самая сложная для нас задача – совместить очных и заочных участников, но нам интересно ее решать. Она уникальна тем, что здесь ребята из разных регионов и стран мира объединяются и в течение 10 дней работают над исследованиями тех проблем, которые характерны вот для той местности, для той региона, локации, где проходит эта школа. Первая международная исследовательская школа была проведена в 2008 году и с тех пор проводится в разных регионах России. В Якутии школа проходит во второй раз. Ранее ее проводили 4 года назад на первых международных интеллектуальных играх. Ожидает предстоящая работа, то, что она будет сложной, но в итоге выйдет отличная работа. Надеюсь, все мы очень хорошо подружимся, а еще состоимся в коллективе. Я ожидаю море полезной информации, много новых знакомств и кучу впечатлений. Как поется в гимне Международной исследовательской школы, но границ не существует для вдохновения и никто не ограничивает науки и искусства. Пожелаем участникам плодотворной работы. Участники Международной исследовательской школы разделились на 10 направлений. Органическая химия, насколько жирны наши любимые закуски, сравнительные исследования. Палеонтология, сравнение плейстоценовой мегафауны на территории России и Мексики. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Космическая пожарная часть. Социокультурная антропология. Универсальная сказка. Существует ли она? Экология, физиология растений, биохимия. Лекарственные растения против бактерий. Урбанистика, социология, экология человека. Город или пригород, где комфортнее жить в 2022 году. Физика космоса, планирование космических миссий и солнечно-земные связи. Физика, альтернативная энергетика, электроника. Исследование функционирования солнечных панелей в летний период с учетом климатических особенностей. Метеорология, климатология, физика атмосферы, экология. Глобальное изменение климата, дроны и климатический комфорт, прогноз экологической обстановки в городах. Туризм, разработка любительских пеших и веломаршрутов по Хангаласскому району Якутии. Каждый вечер в течение всех дней проведения международных интеллектуальных игр проводится мероприятие. Сегодняшнее мероприятие – это вечер знакомств или же коммуникативный тренинг. Как вам такой формат мероприятия? В целом интересно. Интересно, что мы взаимодействуем с разными ребятами, знакомимся. Мне очень нравится. Это отличная возможность со всеми познакомиться. Нам очень нравится, хоть и необычно с онлайн-участниками, но организовано все супер. Очень интересно, все тьюторы очень веселые и вообще ловишь кайф и вайб. Я думаю, что мне понравится этот формат, потому что можно познакомиться с кем-то и найти знакомство. Довольно интересно, что мы играем в такое разнообразное количество игр, и все они не похожи друг на друга. Можно поближе всем познакомиться, узнать друг друга, чтобы потом быть более дружными и сплоченными в проектной работе. В чем цель данного мероприятия?
Ну, основная, наверное, цель этого мероприятия — собрать всех участников, всех детей, всех взрослых, тьюторов со всех стран мира, кто интересуется именно исследовательской деятельностью. Наверное, происходит вот самое главное — это открытие именно в познавательной сфере. Вместе со всеми, не имея никаких барьеров, ни языковых, ни каких-то иных других, вот совершить вот это чудо, это подвиг именно в научной сфере. С кем успели познакомиться за эти дни? Я познакомилась с некоторыми мальчиками и девочками, но не так, что прям близко, но я хотя бы теперь знаю, как их зовут, и мы так начали немножко общаться. Пока что только тоже с ребятами из Москвы, но на завтра все надежды. Мы познакомились с нашими соседками, они из Бурятии. Очень было интересно. Познакомилась как минимум с 6 людьми, с которыми я до этого была не знакома. Несколько из них не из моей делегации. Я думаю, что мы продолжим общение после завершения исследовательской школы. Успела познакомиться с некоторыми мальчиками из Якутии, хотя сама я из Москвы, а также мы познакомились с некоторыми девочками, которые тоже из Москвы. Я успела познакомиться пока что с ребятами из Москвы, вот, но я думаю, что у меня еще все впереди. Я еще со всеми познакомлюсь. До начала торжества остались считанные минуты, а сейчас сбор гостей. Мне очень понравилось открытие, и больше всего понравились народные танцы и пение на варгане. Мне очень понравилось открытие, особенно танец в конце, как там переплетались вот эти народные элементы и чуть-чуть современность. Открытие мне сама очень понравилось, и наибольшее впечатление мне вызвало то, что, скорее всего, танцы, потому что они были достаточно интересными и проработанными. Больше всего понравилось представление команд. Больше всего мне понравилась история про учителя по физике, как нам рассказали его историю и как он преподавал. Чудесного открытия дети заряжены только положительными эмоциями. Давайте заниматься наукой и заводить новых друзей. Всем привет, ребята! Если вы сейчас задаетесь вопросом, где мы и что мы тут делаем, то я поспешу ответить. Сейчас мы на церемонии открытия вторых международных интеллектуальных игр, поэтому давайте не стоять столбом и похлопаем. Ребят, а вы знали, что на церемонии открытия будет очень много крутых ребят? И сейчас там на сцене стоит наш глава республики. Человеку, который на самом деле сделал огромный вклад в развитие школьного образования нашей страны. Сидеть в зале
конечно же, интересно, но намного интереснее посмотреть, что за кулисами. А вы сильно волнуетесь? Да. Да? Ну вы готовы? Да. Было достаточно волнительно, такое большое мероприятие. Но мы очень старались, долго репетировали, поэтому думаю, что мы хорошо выступили. Какие у тебя эмоции после выступления? Мне очень понравилось то, как я выступила. Все было очень организованно и уверенно станцевали все. Как ты думаешь, хорошо ли ты выступила? Я уверена в том, что я хорошо выступила, потому что было много репетиций очень. А сколько дней вы готовились? Ну, где-то 2 дня готовились. И еще мы репетировали где-то, наверное, пару часов, чтобы не было ошибок. Вот. И в финале мы максимально старались, чтобы все было ровно и идеально. Давайте узнаем у зрителей их впечатления. Мероприятие было очень интересным, красочным. Выступления были запоминающиеся. Игра 2 девушек на хумусе. Это было прям что-то вау. И сзади танцевали очень красивые девочки. Выступил Ильдархан. Весьма положительное вообще. Ну, как сказать, все выглядело очень пафосно, торжественно, круто. Был рад посмотреть на своих соперников, так сказать. Люди мощные, из разных уголков мира. В общем, мне понравилось. У меня остались положительные впечатления. Мне очень понравилось представление, так как, во-первых, визуальные эффекты были красивыми. Визуальные эффекты, голос закадровый был очень красивый. Мне понравился видеоряд, который сделали, специально приуроченный к международным играм. Были очень хорошие танцевальные выступления. А также мне, например, очень понравилось выступление в начале, где девушки играли на хумусах и изображали стерхов. Церемония открытия подошла к концу, а всем участникам пожелаем удачи на играх. Вот мы и посмотрели на самые яркие и веселые моменты первого дня игр. Следите за нашими официальными дневниками и оставайтесь в курсе всех событий. Всем пока!